Жила-была девочка-фея с черным густым хвостом. Жила и всегда грустила, пела как ангел, шила, фантазировала и молила, что однажды случится он. Но пока свет стучал в оконце, ты целитель маг, если полон любви, если упал во враг, ты не становишься злым. Ты целитель маг, если добро внутри, теплится и освещает путь от темна до зари. Ты целитель маг, если на всех языках, даже если ты прав, сможешь сказать «прости». Не потому что слаб или гордость лишили прав, просто тебе так важно сберечь теплоту двоих. Ты целитель маг, если сберег мечту, если идешь вперед, не замечая тьму. Ты целитель маг, но не заблудись в пути. Будет всегда любовь, только себе не лги. Благодарю вас. Когда я заметался пожар голубой, позабылись родимые дали, в первый раз я запел про любовь, и в первый раз отрекаюсь скандалить. Был я весь как запущенный сад, был на женщине зелье падкий. Разонравилось пить и плясать, и терять свою жизнь без оглядки. Мне бы только смотреть на тебя, видеть глаз златокарий омут, и чтоб прошлое не любя, ты уйти не смогла к другому. Поступ нежная, легкий стан, если б знала ты сердцем упорным, как умеет любить хулиган, как умеет он быть покорным. Я б навеки забыл кабаки и стихи бы писать забросил, только б тонко касаться руки и волос твоих цветом в осень. Я б навеки пошел за тобой, хоть в свои, хоть в чужие дали. В первый раз я запел про любовь, и в первый раз отрекаюсь скандалить. Знаешь, мужчины не плачут. Не плачут мужчины, и все. В точку глаза таращат, уткнутся взглядом в окно. На руки смотрят долго, сердце сжав кулаки. Видно, считается долгом чувство держать на замке. Лишь головой поникнут, встанут, пройдутся вдоль. Тайны, невидимые нити, что означает боль. Комнату мерят шагами вновь от окна до двери и не заметят, как сами станут с собой говорить. Или махнут небрежно, так все у меня хорошо. Если огромная нежность спустит как колесо. Знаешь, мужчины не плачут мужчинами все. Ты не подумай иначе, это лишь дождь в лицо.
На каждом мероприятии я всегда выражаю огромную благодарность тем мужчинам, которые не скрывают своих чувств на таких мероприятиях. Потому что мужчина оценивается не потому, заплакал он или нет, или сдержался. Мужчину всегда красят его поступки. И огромная благодарность тем мужчинам, которые не стесняются своих чувств. Если хочется плакать, мужчины тоже плачут. Как сказал тот самый мужчина, камни тоже плачут. Поэтому огромное вам спасибо за желание пускать в свое сердце удивительный мир поэзии. Спасибо вам за то, что вы сегодня пришли. Произведение в моем творчестве оказалось произведение «Высшая точка чувств». Потому что именно так называлась программа, которая была записана в формате аудиоальбома, которая была выпущена около 2 лет назад. И так называется мой сборник стихов, который мы выпустили в декабре прошлого года, «Высшая точка чувств». Это была мечта моей мамы, мечта моих родителей, и я очень рада, что она осуществилась. И если бы не вы, не ваша поддержка, ничего бы этого не было. Спасибо вам большое. Объятий — это высшая точка чувств. Я держу тебя за запястье и вдыхаю нашу любовь. Робко коснувшись пальцами седины у твоих висков, сердце словно гирляндами осветилось без слов. В воздухе шепоты мускуса, расстояние от души до души. Всего 5 миллиметров без права промаха. У нас есть всего лишь мы. И нет ни малейшей возможности на то, чтобы сдаться и уйти. Моя душа тебя долго искала, и ты появился на этом пути. Ведь сила твоих объятий — это высшая точка чувств. Я держу тебя за запястье и вдыхаю нашу любовь. Мне говорят, нету такой любви. Мне говорят, как все, так и ты живи. Говорят, но нету людей таких. Зря ты только морочишь и себя, и других. Говорят, зря не ешь и не спишь. Все равно ведь уступишь, так уж лучше сейчас уступи. А она есть. 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 А она здесь. Здесь, вот здесь. В сердце моем теплом живет птенцо. В жилах моих жгучим течет свинцом. Это она. Светом в моих глазах. Это она. Солью в моих слезах. Голос, зрение, слух мой, горы мои, реки мои, моря. Если ее не будет меня. А мне говорят, нету такой любви. Мне говорят, как все, так и ты живи. А я никому души не дам потушить. А я живу, как все. Когда-нибудь обязательно будут жить.
И я люблю эту женщину. Очень люблю. Мой диагноз предательски точен. Между правдой и ложью стою на краю. Я люблю эту женщину. Очень. Без нее все не так. Без нее все не то. Без нее все становится прочим. Без нее все надежды водой в решето. Я люблю эту женщину. Очень. Я не знаю за что, и я не знаю зачем. Перепутались мысли и ночи. Вот только я заявляю открыто и всем. Я люблю эту женщину. Очень. Но почему лишь сейчас? Но где ты раньше была? Кто мне эту судьбу напророчил? Ведь осталось так мало любви и тепла. Я люблю эту женщину. Очень. Что делаю я в этой жизни? Влечет в суету вокзала нас, как мотыльков к огню. Прощаясь, ты мне сказала, я вечером напишу. И вечер спешил навстречу, и поступь его легка. Что делал я в этот вечер? Я ждал твоего звонка. Уж так повелось на свете, во времени скорый век. И как-то на радость детям укрыл землю первый снег. Подошвами снег заметит, и зима близка. Что делал я этот месяц? Я ждал твоего звонка. Давно уже спим ночами, и мода давно не та. Привыкли давно к молчанию, лишь рвутся стихи с листа. За окнами непогода, я грею в руке бокал. Что делал я эти годы? Я ждал твоего звонка. И, падая ветром, срезан последний листок дрожит. И прожит уже отрезок длиною всего-то в жизнь. И лишь нота одна не спета, загадочная и тонка. Что делал я в этой жизни? Я ждал твоего звонка. Знаете, поэзия — это удивительно очень... Спасибо вам большое. Это очень ценно для человека, который стоит на сцене. Мы продолжаем, и следующие два произведения, они про важного человека, который играет важную роль в детстве каждого ребенка. Это папа. Я могу сказать, что у меня их несколько. Это дедушка и два прекрасных человека, два прекрасных дяди, которые очень много дали мне в своей жизни, в моей жизни. Это воспитание, это сила, поддержка и, безусловно, любовь. К сожалению, одного дяди уже нет, и его не стало в 2014 году. Кажется, будто это произошло вчера.
Могу сказать, что я всегда верю и всегда знаю, что он присутствует на каждом мероприятии. Он никогда не был на моих концертах, потому что я начала читать только после того, как он ушел. Но я всегда верю, что он меня слышит. Берегите своих родителей. Девочке 3. Она видит у папы на шее. Сверху все видно гораздо лучше, чем снизу. Жизнь любые капризы. Девочке 6. На коленках у папы удобно. Он подарил ей щенка и большую конфету. Папа колючий, как еж. И как мишка огромный. Папа умеет и знает вообще все на свете. Девочке 10 ей захотелось помаду. Накрасила розовым губы. Украла помаду. Папа кричал и ругался, что так делать не надо. Папа умеет бывать и сердитым, и грубым. Девочке скоро 15, она повзрослела. В сумочке пачка эссе в потаенном кармане. Папа вчера предложил покататься на шее. Девочка фыркнула. Ты же не выдержишь, старый. Девочка курит в окно и отрезала челку. Девочка хочет тату и в Египет с подружкой. Папа зачем-то достал новогоднюю елку. Девочке это давно совершенно не нужно. Девочке 20. Она ночевала не дома. Папа звонил раз 500 или, может быть, больше. Девочка не подходила всю ночь к телефону. Папа не спал ни минуты сегодняшней ночью. Утром приехала, папа кричал и ругался, девочка злилась и в ответ и кидалась вещами. Девочка взрослая. Так говорит ее паспорт. Девочка может бывать где захочет ночами. Девочка замужем. Видится с папой нечасто. Папа звонил и немножечко плакал от счастья. Дочка сказала, что он превращается в деда. Девочке 30. Ей хочется к папе на ручке. Хочется елку, конфету и розовый бантик. Девочка видит, как мама и папа стареют. В книжке хранит от конфеты разглаженный фантик. Девочка очень устала. Девочка плачет ночами. Папа звонит каждый день, беспокоясь о внучке. Девочка хочет хоть на день вернуться обратно. Хочет домой, хочет к папе на ручке. Девочка женщина с красной помадой и лаком. Девочка любит коньяк и смотреть мелодрамы. Папа звонил и по-старчески жалобно плакал. В ночь увезли на карете в больницу их маму. Мама поправилась. Девочка ходит по кухне. Пахнет лекарствами и чем-то приторно-сладким. Девочка знает, что все обязательно рухнет. Девочке хочется хоть на день вернуться обратно в мир, где умеют назад поворачивать время, где в лед исполняются все мечты и капризы. Девочка очень устала. Ей хочется к папе на ручке.
Ведь сверху все видно совсем по-другому, чем снизу. И разные слишком. Что-то нас вяжет, а что-то разводит прочь. И, наверное, из меня бы вышел отличный мальчишка. Впрочем, я рада, что вышла дочь. Папа, спасибо за редкую похвалу. Это учило меня видеть себя трезвее. И каждое несказанное тобой люблю делает каждое сказанное ценней. Папа, мы с тобой совсем не про сантименты. Однако я оттого такая бесстрашная и шальная, что знаю, даже сквозь километры. За мной стоишь ты, и эта стена стальная. И знаешь что? Мы стоим друг друга. Ты сам научил меня не плакать и быть сильней. Теперь никто не хочет такого друга. От этого тот, кто хочет, вдвойне родней. Но остальное, на чем мы так молчим и ищем ответы, все, что тебя выводит во мне из равновесия, это твои черты. И хочешь ты или нет, но я — это ты в прогрессе. Спасибо тебе и прости, если что не так. Я и сама тебя нечасто в любви признаюсь. Но ты научил меня главному. Это факт. Смотри, папа, я борюсь. Хьюстон, у нас проблема. У нас проблема, Хьюстон. Только давай без лжи во спасение. Иначе сразу отбой. Все будет хорошо. Самое дурацкое утешение. Гораздо лучше. Я не знаю, что будет дальше, но проживу это вместе с тобой. Хьюстон, у нас проблема. Мы взрослеем, грубеем, с головой уходим в быт. И это давно доказанная теорема. Нет ничего страшнее пропасти между тем, кто ты есть и кем хочешь быть. У нас проблема, Хьюстон. Мы взрослеем, реже чувства, реже плача. Чаще оставляем все на автопилоты. Мне страшно, Хьюстон, ты лишь представь, что лет через 20 кто-то устроит разбор мною невыполненных полетов. У нас проблема, Хьюстон, у нас проблема. Мы уходим в сериалы, книги, забираем двери, и для этих сюжетов реальность фон. Но нужно прорваться, несмотря на то, что в тебя не верят. Ведь песня остается песней, даже если ее записали на диктофон. У нас проблема, Хьюстон. В новом мире нет места для сказок и бабочек в животе. Ждать счастья или не ждать? Вот в чем дилемма. Но тот, кто однажды увидел солнце, сможет выжить и в темноте. У нас проблема, Хьюстон, у нас проблема, который год. У нас проблема. Мне дико пусто. Но я верю, Хьюстон, что все пройдет.
проходит. Все мы прекрасно знаем и верим в то, что после дождя всегда выглядывает радуга и солнце греет. Все обязательно проходит, если в это верить. Давайте с вами сейчас попробуем немного помечтать. Закрыть глаза и представить, вспомнить самый счастливый день вашего детства. День, когда вы чувствовали себя абсолютно счастливым. Закрой глаза. Представь, что тебе 5 лет. И посмотри в окно еще раз. Представь, что тебе не нужно во что-либо верить или что-либо наделять значимостью. Потому что нет никакого выбора. Все едино. И все неделимо. Ты еще будешь вчера и завтра. Просто потому, что время не имеет никаких насечек. Оно просто есть. И ты просто есть. И ломтик янтарной дыни или кружка свежей малины делает тебя абсолютно счастливым. Как это мне? Спасибо большое. Вообще я благодарна родителям, которые приводят своих детей на такие мероприятия, прививают им любовь к прекрасному, к поэзии, к искусству. Низкий вам поклон. И спасибо деткам за то, что умеют так чувствовать чутко и нежно. Спасибо вам. Кому все-таки тяжелее в жизни? Тем, кто уходит, или тем, кто остается? Тяжелее тем, кто остается. Их не манит горизонт, и куда-то в небо, прямо к солнцу, не поднимется ни самолет. Тяжелее тем, кто остается. Тем, чей силуэт застыл в окне. Каждый шорох эхом отзовется в этой громкой и кричащей тишине. Тем, кому минутные признания тяжелее пытки часовой. Тем, кто занят в падке ожидания и ведет беседы сам с собой. Не понять не знающим разлуки, как тоскливо, холодно в груди. И неужто впрямь такая мука оставаться по ту сторону двери? Тяжелее тем, кто остается. Им, по сути, некуда бежать. И прощаясь, снова им придется уезжающих смиренно провожать. Он собирает в мешок мои вещи и ставит их у порога. У него ко мне ничего. У меня к нему очень много. Я прошу его повременить, понадеяться и заштопать. Доживем до весны,
и в нем вспыхнет ко мне хоть что-то. Снег кончается криком, не вспомнить каким по счету, воскресеньем пустым, перетянутым, непрощенным. Я молю его дать нам шанс, как сдавить на прощание тюбик, и смотрю еще год, как он честно меня не любит. Прорыдав 100 ночей, оставляю их в идеале. Я неслышно встаю и безропотно одеваюсь. Исчезаю с рассветом, я не жду никакого чуда. Я устала до жути. Я, кажется, не хочу так. Я встречаю мальчишку, он смотрит меня и тает. Обожает, не чает, и каждая запятая мне едва удается. Я жертва или убийца? И я пытаюсь, но никак не могу влюбиться. Он уйдет через 2, это будет безумно трудно. Долюбившим дотла, догоревшим, почти что трупом. Посмотрю на проем, где-то здесь в нем погибло детство. Где-то здесь, дорогой, я поняла тебя, наконец-то. Мои дорогие, спасибо вам огромное. Вот первое отделение подошло к своему финалу. Увидимся с вами вкус. Освободить от дневных ос. Друзья, поймите, что я снес. Мне нравится, что вы больны не мной. Мне нравится, что я больна не вами. Что никогда тяжелый шар земной не уплывет под нашими ногами. Мне нравится, что можно быть смешной, распущенной и не играть словами. И не краснеть удушливой волной, слегка соприкоснувшись рукавами. Мне нравится, что имя нежное мое, мой нежный, вы не упоминаете ни днем, ни ночью в суе, что никогда в церковной тишине не пропоют над нами аллилуйя. Спасибо вам из сердца и рукой за то, что вы меня, не зная сами, так любите за мой ночной покой, за редкость встреч с закатными часами, за негуляние под луной, за солнце не у нас над головами, за то, что вы больны, увы, не мной, за то, что я больна, увы, не вами. Относительно недавно я начала погружаться в мир абхазской литературы. Я открыла для себя такого прекрасного поэта, как Дмитрий Гулиев. И относительно недавно, я очень рада, кстати, тому, что нам удалось сдружиться с его правнуком, который сегодня находится в зале, которого тоже зовут Дмитрий. Я очень хочу с вами поделиться одним произведением, написанным прекрасным классиком абхазской литературы. Стоял на берегу в
В глубоком ее молчании спокойно было ты, о море, и тепло. Подобно облаку шло от тебя дыхание, струящее, как пар, молочный пар, тепло. Мы были вместе, глаз друг с друга не спускали. Казалось, веки ты откроешь лишь сейчас. Всю ночь я бодрствовал, и ты всю ночь не спала. Победа эта радовала нас. Да, мы не спали оба этой ночью. Как два немых, с тобою мы глядим. Шевелишься слегка, сказать ты что-то хочешь. К чему слова, когда в груди восторг? На зелень берега роса с небес ложится. Понятно все без слов. Уж близится рассвет. С тобой мы друзья. Ты — море без границы. Я — море радости, границ которой нет. Помню где-то и когда-то у таежного ручья уронил я тиховато: люди, Родина моя. Но могучий гул ответа, словно голос твой, земля, шел от сосен и от ветра. Люди, Родина моя. Понял я, бродя по свету, человечество — семья. Но семья, где мира нету. Успокойте вы планету, люди, Родина моя. Кто душою благороден, а религия своя. С ним у нас нет разных родин. Люди, Родина моя. Я в тебе родился снова, ты шепни, любимая, нашим детям в дар 3 слова. Люди, Родина моя. Человеку бред, темнота и ад. Он сказал: оглянись вокруг, если мне не веришь. Нет, кричу. Человек человеку сад, человек человеку кит, океан и берег. Человек человеку лето и теплый дождь. Посмотри, как сверкает солнце в глазах и в сердце. То блестят ножи. Человек человеку нож. Он удар под ребро от рождения и до смерти. Человек человеку рана, дыра и вой. Это волк в настоящем и будущем воплощении. Волк не может без стаи. Покинувший стаю волк — это бомж, это тень, он никто никому, кочевник. Мы всего лишь осколки времени, пыль, стекло. Мы разбитые зеркала и маршрут короткий. Нет, кричу. Мы друг другу движение, полет, крыло и надежный плод, и плечо, и весло, и лодка. Даже если вот так, на грани и через боль,
Даже если ушел на дно, где темно и небо, все равно, навсегда. Человек человеку Бог, через смерть, через ад. Человек человеку небо. Я с Лилечки Владимира Маяковского. Дым, табачный воздух выявил. Комната, глава в Крученяховском аде. Вспомни, за этим окном впервые я руки твои иступленные гладил. А сейчас сидишь вот, сердце в железе. День еще выгонишь, может быть, из рукав. В модный передний долго не влезет сломанная дрожью рука в рукав. Я выбегу, тело в улицу брошу, я дикий, обезумлюсь отчаянием и сейчас. Не надо так, дорогая, хорошая, давай простимся сейчас. Все равно ведь любовь моя тяжкая гиря висит на тебе, куда б ни бежала. Дай хоть в последнем крике выревать горечь обиженных жал. Если быка трудом уморит, он уйдет, разляжется в холодных водах. А мне, кроме любви твоей, нет моря. А у любви твоей плачут невымыли шелты. Захочет покоя уставший слон, царственно ляжет он в пожаренном песке. А мне, кроме любви твоей, нет солнца, а я и не знаю, где ты и с кем. Если поэта вот так измучила, он любимый на славу и деньги выменен. А мне ни один не радостен звон, кроме звона твоего любимого имени. И впролет не брошусь, не выпью яда, и курок не смогу над виском нажать. Надо мной, кроме твоего взгляда, не властно лезвие ни одного ножа. Завтра забудешь, что тебя короновал, что душу цветущую любовью выжег, и суетных дней взметенный карнавал растреплет страницы моих книжек. Слов моих сухие листья ли заставят остановиться, жадно дыша. Да хоть последней нежностью выстелить твой уходящий шаг. Лилечка, ты меня выжила, как лимонный сок жмет в ладонях мужик. Лилечка, да, ты выжила, но жизнь-то поганей смерти, скажи. Кто там пишет тебе эти записочки, рифмованные скандалы? Кто подписывает письма моей Лилечки, сторожит вокзала? Кто еще замечает этот твой чувственный, но все же оскал? Лилечка, меня в этой жизни еще никто вот так не ласкал. Там вам говорят про сады, про гури, про райский рай. Лиля, я этой пулей тебе отдал, чтобы тут вариться в котлах, подвешенный за язык. Все это лучше, чем твой ко мне ленинградский быт.
такой коммунальный, холодный, с тараканом на черном хлебе. Лилечка, я больше тебе не верю. Но разве все это важно? Вера, я, мой бюст отлитый в гранит. Лилечка, любовь не имеет обид. Целую тебя сквозь пламя, что просто меня щекочет. Ты меня так изранила. Прошу, сохрани мой почерк. И кто из нас потерял, неясно по сей день. Но я тебя, Лиля, отдам тем, кто никогда не сможет и не смог сильнее. Что можно забыть меня, и что брошусь, моля и рыдая под копыта гнедого коня. Или стану просить у знахарок в наговорной воде корешок. И пришлю тебе странный подарок, мой заветный душистый платок. Будь же проклят, ни стоном, ни взглядом окаянной души не коснусь. Но клянусь тебе ангельским садом, чудотворной иконой клянусь. И ночей наших пламенным чадом я к тебе никогда не вернусь. Я вышла из игры. Я вас больше не люблю. Почему я вас больше не люблю? Зная меня, вы не ждете ответа. Не знаю. 2 года подряд я мысленно в душе своей носила вас за собой по всем дорогам, вокзалам, храмам и поездам. Я не расставалась с вами ни на секунду. Я лежала как мертвая, ждала звонка. Лежала как мертвая, даже если звонка не было. Но все равно ждала. Помню ваше смуглое лицо над стаканом кофе, в кофейном и табачном дыму. Вы были как бархат. Я говорю о голосе. И как сталь. Я говорю о словах. Я любовалась вами. Я вас очень любила. Вы первые разлюбили меня. А ведь если бы этого не произошло, я бы до сих пор любила бы вас, ибо я всегда люблю до самой последней возможности. Сначала вы приходили в 5 вечера, потом в 6, в 7, в 8, а потом вовсе перестали приходить. Вы не разлюбили меня, как отрезать. Нет. Вы просто перестали любить меня каждую минуту своей жизни. Я сделала то же самое. Я послушалась вас, как всегда. Вы первые забыли, кто я. Только YouTube. Больше 8,5 миллионов просмотров. Знаете, как называется произведение? Я думаю, что многие из вас знают. Называется оно «Мужчинам непросто». Я очень люблю шутить на эту тему. Наверное, 8 миллионов из них это точно мужчины, просмотревшие это видео. У меня теперь такое обращение в зал. Я, конечно, вижу вас всех, но мне будет удобнее, если я попрошу мужчин поднять руки, чтобы понять, сколько вас здесь. Вау! Спасибо! Я вас и видела. Никто не заставлял, да, вас прийти? Вы сами по собственному желанию пришли. Ну, конечно же, я понимаю, сейчас не самое лучшее время признаваться в этом. Можете потом мне сказать отдельно. Мужчинам непросто.
Екатерина Довлатова. Ты знаешь, подруга, мужчинам непросто, и можешь кидать в меня кучей камней. Ты принца рисуешь высокого роста, чтоб молод, богат был и всех веселей. Мужчина он должен, а дальше по списку за нас написали уже в соцсетях. Букеты из роз с романтичной запиской. Айфон, кстати, новый вот вышел на днях. От них в 25 ждут огромных успехов. Машины, квартиры и где-нибудь дом. И вовсе не важно, какие помехи. Своим ли он нажил все это трудом. Ты знаешь, подруга, мужчинам непросто. Им плакать нельзя, говорить про печаль. В них много нельзя. Чего нам, девушкам, можно? Нет, я в восхищении, мне их не жаль. Они даже терпят больных истеричек, что шарят в карманах, смотря телефон. Мужчины прощают так много привычек, а многим совсем отвратительный тон. Я знаю мужчин по-серьезному верных, но им почему-то всегда не везло. Влюбляются в глупых, коварных и скверных, а все потому, что таких большинство. Но поэтому им не хотелось жениться. Пусть дело идет уже к 30. Телами успели уже насладиться, но что-то за гранью никак не найти. Ты знаешь, подруга, мужчинам не просто, а умным еще и труднее в 100 крат. Им мало лица, красоты или роста. Они, как и ты, идеальных хотят. Есть притча о старом-престаром мужчине. Ему 90, а он не женат. Ну что же вы, не нашли идеал перед смертью, спросили? Нашел. Вот только так долго искал. И что же, она отказала вам просто? Увы, отказала. Была занята. Она принца искала высокого роста, чтоб молод, богат был. Ну, в общем, мечта. Я поняла. Это растет настоящая артистка. Вы видели, да? Как она задержалась на мгновение на сцене. Все. Эту сладкую булочку зовут Эмилия. Это прекрасная дочка Лаши Чургуни. Вся в папу. Говорят, что прошлым жить нельзя. Ни к чему хорошему это никогда не приводило. Безусловно, прошлое мы должны благодарить, потому что, как ни крути, мы сотканы из нитей нашего прошлого, наших историй. Грустных, веселых, греющих сердце, но все же истории прошлого. Прошлое — это прекрасно, моя Мария. Только с собой его, милая, не бери. Оставь его в бабушкином сундуке или у мамы в шкатулке, но в рюкзаке, что ты несешь за плечами, его не храни. Слишком тяжелый камень, моя Мария. Прошлое — это как детство, скажи прощай, изредка воскресеньями навещай, но никогда в глаза ему не смотри.
Прошлое — это зараза, моя Мария. Это белый осколок чашки, причуда, пыль и на земле лежащий сухой ковыль. Это товар без возврата, пробитый чек. Смуглый мальчишка с родинкой на плече, что целовал под саваном темноты. Это первый бокал мартини, табачный дым, все, что когда-то выгорело костром. Истина, безмятежность, невинность, дом. Ты не святая, зачем тебе этот крест? Сотни отпущенных рук, опустевших мест, все, что не прижилось и не проросло. Даже вот это ангельское крыло. Выбрось его с рождественской мишурой, смело шагай под звездами, громко пой. Прошлое — это так больно, моя Мария. Все, что нельзя исправить и изменить. Каждое грубое слово, кривой совет, тот утонувший в море цветной браслет, слезы на выпускном и последний вальс. Что-то хорошее тоже, но в этом фарс. Это есть якорь, который тянет тебя ко дну. В прошлый четверг, в растаявшую весну, если не решишься и не шагнешь вперед, все, что давно истлело, тебя сожрет. Прошлое — это прекрасно, моя Мария. Только собой его, милая, никогда, ни за что не бери. Две мои самые лучшие подружки. Так было всегда и так и сейчас. Я помню, когда я только начала записывать стихи на видео, я первая, кому показала видео, это была моя бабушка. По сей день так и происходит. Она всегда ждет новых видео и всегда спрашивает: а я первая, кому ты их отправила? Всегда получает ответ: конечно, да. Мама — это мой самый большой мотиватор и критик. Я благодарна ей и бабушке за все, что они дали мне в жизни и дают до сих пор. Мама всегда очень оценивает мое творчество не как мама, а как слушатель. И если ей чего-то не хватает, она всегда говорит мне это прямо. Поэтому эти произведения про моих двух прекрасных женщин, которых я безумно люблю. Знаете, мне мама всегда в детстве читала сказки перед сном. Это так четко вложилось в мою память, что по сей день, когда я читаю это произведение, я понимаю, что своей дочери я точно буду читать сказки. И я не буду читать своей дочери про принцесс, про волшебные туфельки, про кареты и про то, что есть где-то чудесный лес. Потому что ни принцев, ни леса нету. Про злодеев, чьи полегли мечи, про высокие башни и чудо-двери. Я не буду читать эти слова в ночи, потому что боюсь, что она поверит. И я не буду читать никому это все, потому что и мне однажды показалось, что победит добро. Показалось, что сердце важно, что в какой-то момент прибежит герой и спасет меня от беды.
Только жизнь оказалась совсем другой. И драконы живут внутри. Я не буду, но сколько ни разговаривай. Так боюсь, что однажды зайду перед сном, а она на книжку светит фонарик. И сама читает о том. И с глазами горящими под ресницами тихим шепотом спросит меня: «Мама, а правда, что существуют принцы?» Я, конечно же, отвечу ей: да. Мама, у меня никаких новостей, кроме хороших. Я по-прежнему молчу о самых страшных вещах. Я молчу обо всем, что меня тревожит, заживая раны в больных местах. Я про тебя никогда не плачу. Ты просто не выдержишь. Вот и все. Ты не стена, за которой я прячусь. Ты что-то хрупкое, как стекло. Я, безусловно, сильнее старшей, девочка с волей и сердцем льва. Мама, это ужасно страшно знать, что все я смогу сама. Меня, конечно же, предавали, но раз мне больно, тебе больней. Поэтому, мама, они не врали. У меня ничего, кроме положительных новостей. У нас с вами осталось всего 2 произведения. Он целых 28 лет. И 28 зим к тому же. Хранил в себе один секрет. И был в себе примерный муж. Все было вроде как всегда. Жена готовила обед. Но приключилась вдруг беда. Он взял и вспомнил про секрет. Поджженный кислый запах щей, ворчание суженой с утра. Он вспомнил все до мелочей, как будто было то вчера. Она сидела у окна, и мягкий лунный свет окрасил в бледные тона ее прекрасный силуэт. Струились пряди по плечам и скользили змейками на грудь. И он подумал сгоряча: женюсь на ней когда-нибудь. Он вспомнил все до мелочей: изгибы линий, мягкость губ и жарью простых речей. И за окном огромный дом, сплетение рук, слияние тела, каскад каштановых волос. И то, как он ее хотел, до иступления, до слез. Признание трепетных поток, как он на ушко их шептал. Смешно над ухом завиток, что от дыхания трепетал. Она
Она смотрела на него глазами влажными, как ночь. Слова пьянили, как вино. Люблю тебя, роди мне дочь. С утра он потерял покой. То суетился, то скучал. Потом, закрыв лицо рукой, сидел на стуле и молчал. Жена ворчала, как всегда, ругала убежавший сын. И он отметил, что года ей постаревшей больше не к лицу, что не идет ей белый цвет и пряди крашеных волос. И целых 28 лет. Все было как-то не всерьез. Вдруг он вскочил и схватил пальто, забыл про шапку и носки. Все 28 лет не то. Все 28 зим тоски. Нашел тот дом, у дома дом. Сбежал по лестнице стрелой. Унять бы дрожь с холодных губ и трусость гадкую долой. Она, наверное, сейчас пьет чай и кутается в шаль. И из ее прекрасных глаз струится тихая печаль. А может, принялась вязать, а может, кружево плести. Так много надо ей сказать, но главное сказать: прости. Открыла дверь. В глазах вопрос. Ей было словно 20 лет. Каскад каштановых волос, знакомый сердцу силуэт, над ухом легкий завиток, как много лет назад, точь в точь. Вы не ошиблись? Нет, не мог. Вы, Аня. Я Вера, ее дочь. А Аня? Мамы больше нет. Кто вы? Он повернулся вспять. И жил к ней 28 лет. Она ждала вас 25. Как закружилась голова, как сердце ухнуло в груди. И вспомнил он ее слова с мольбой: ты не уходи. Он сгорбился, поплелся прочь. Сплетение рук, слияние тел. Люблю тебя, роди мне дочь. А ведь он правда дочь хотел. Как странно, Ани больше нет. Заплакал, бросил тишину. Я буду много лет любить тебя, тебя одну. Знаете, сейчас я прочту для вас финальное произведение, но прежде чем я это сделаю, я хочу сказать очень важному, очень главному человеку в моей жизни огромное спасибо за то, что мы когда-то начали этот путь в мир поэзии, и начали мы этот путь вместе. Я очень благодарна Лаше Чургуле, который является для меня наставником, старшим братом, человеком, который
умеет дать совет и умеет быть справедливым. Спасибо ему за все, что он делает и делает для меня и для нас, поэтов современности. Потому что если бы не он, наверное, я бы так и не рискнула путешествовать по этому миру и передавать частичку себя. Это дорогого стоит, и я очень рада. Подними глаза, не сходи с пути. Эта жизнь дана Богом для любви. Горы будут падать, реки иссыхать, свет небес померкнет, будет жизнь съедать. И если вдруг покажется, что все внутри тебя иссякло, помни, что душа не меркнет. Подними глаза, пусть наполнит жаром их закат бессмертный. Путь твой будет долгим, но помни об одном: верен будь себе, и судьба сквозь тернии приведет тебя к мечте. Не сходи с пути, подними глаза. Эта жизнь дана Богом для любви.